Где мы тут видимся? Может, мы спросим, слышит нас, не слышит? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Можно обратную связь от вас получить? Вы нас слышите, не слышите? Продолжайте. Но мы видим, что вот у нас 21 участник уже онлайн, и мне хотелось бы поприветствовать всех наших участников, и мы сегодня собрались для того, чтобы подвести итоги двух республиканских конкурсов. Это первый конкурс «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ-2017». Этот конкурс мы проводим уже 3-й раз. И конкурс «Лучший педагог специального коррекционного учреждения». Ну и сначала Ирина Дмитриевна Новикова, методист Центра сопровождения специального инклюзивного образования, расскажет об итогах первого конкурса «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ». Добрый день. Данный конкурс проводился с целью выявления и распространения передовых педагогических технологий, которыми вы владеете при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. В данном конкурсе приняли участие 79 педагогических работников, которые предоставили 39 проектов. Приняли участие образовательные организации дошкольного образования 10, государственное образовательное учреждение Республики Коми специального коррекционного образования 7, средние общеобразовательные организации 5, государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми городов Сыктывкара и Воркуты 2. Очень отрадно, что принимает участие у нас второй год уже Республиканский центр дистанционного образования, структурное подразделение Центр дистанционного обучения детей-инвалидов Республики Коми и Ухтинский дом ребенка специализированный. Продолжим количественную характеристику представленных работ. Дошкольные образовательные организации представили 14 работ, организации среднего общего образования 8 работ, специальные коррекционные школы, в том числе школы-интерната и дом ребенка Ухтинский специализированный 8 работ, Республиканский центр дистанционного образования 5 работ и государственная образовательная профессиональная организация 4 работы. Распределение участников конкурса по муниципальным образованиям. Понятно, что город Сыктывкар, как самый многолюдный, многочисленный, приняли участие 43 человека. Ну и далее вы видите на втором месте Воркута. И затем уже такой город, как Инта у нас на третьем месте. Инта, Печора. И районы приняли участие, из районов приняли участие по одному человеку. Всего 27 образовательных организаций. Вот обратите, пожалуйста, внимание на количественную динамику участников. Из года в год больше участников принимают участие в конкурсе педагогических проектов, ну, а количество образовательных организаций, оно остается примерно на том же самом уровне. Нужно отметить, что увеличивается количество проектов, в разработке которых принимают участие целые педагогические коллективы, а проектов, которые разработаны одним участником, становится меньше. Работы выполнялись по следующим номинациям. Ну, в номинации оказания ранней помощи детям и их семьям работы не были представлены, хотя это направление сейчас является векторным и находится на контроле Министерства образования нашей республики. Социальное проектирование в инклюзивном образовательном пространстве было представлено одним проектом. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и их родителей было отражено в 2 проектах. Ну и самая многочисленная номинация, в которой было представлено 36 работ, это модели и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательных организациях. Потому что еще у них нас не появилось до конца. Так, понятно, да? Ну вот такие вот количественные характеристики наших участников, нашего конкурса, простите, пожалуйста.
Но традиционно, к сожалению, традиционно нужно отметить, что в конкурсе проектов не принимают участие такие муниципальные образования, как Ижемский, Усть-Цилимский, Кадкировский, Сысольский. В этом году не принимали участие Сосногорские города Вуктыл. На конкурс представлены как краткосрочные проекты, то есть это проекты, которые были реализованы в течение одного дня, или долгосрочные проекты, которые реализовывались в течение нескольких недель, дней или даже года. И работы были представлены как в форме проектов, так и в форме конспектов воспитательных занятий, уроков, программ, эссе, сценариев внеклассного мероприятия. Нужно сказать, что из 39 работ критериям проекта не соответствовали 16 работ. Вы видите, пожалуйста. Так, еще раз повторяю, что из 39 работ критериям проекта не соответствовали 16 работ. То есть 41% присланных работ членами экспертной комиссии не был присвоен статус проекта. На это нужно обратить внимание. То есть, наверное, здесь вы, коллеги, ошибочно так ставите знак равенства между проектом, проектной деятельностью и продуктом. Да, продуктом может быть и конспект, и урок, и программа, и сценарий внеклассного мероприятия. Но чтобы этот продукт получился, необходимо было провести трехэтапную работу, о которой сейчас мы не будем рассказывать, да? И таким образом представить полноценный проект. Такие вот недостатки были отмечены членами экспертной комиссии, что наблюдается, даже в 2 случаях наблюдалось рассогласование между названием работы на титульном листе и содержанием работ, и самим содержанием работы. Второй наиболее распространенной ошибкой была неточно определенная цель. А если цель определена недостаточно корректно, недостаточно правильно, то отсюда и задачи, которые вы ставили, тоже не соответствовали требованиям новизны и трансляции в дальнейшем проекта. Даже если проект был уже завершен, не все представляли критерии диагностики и методику диагностики, что также снижало качество проекта, вашего представленного проекта. Отсюда у нас такие вот при подведении итогов победитель был выявлен только один в номинации «Модели и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательной организации». Заметно? Нет, ну вы говорите. Так, хорошо. Вот перед нами единственный победитель. Мы видим имя, фамилия единственных победителей нашего проектного конкурса в этом году. Ими стали замдиректора и методист Республиканского центра аттестационного образования. Особенность представленного ими проекта состояла в том, что были определены и охарактеризованы элементы модели образования и социальной адаптации детей, были определены критерии эффективности и описана диагностика. Данный проект действительно отражает успехи в области дистанционного обучения детей. Ознакомимся с лауреатами данной номинации «Модели и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ».
Ими стали Фомина Валентина Ивановна. Представила очень интересный проект с матрешкой «Играем, речь развиваем». Очень хорошо представлены конспекты учебных и развлекательных занятий, подобраны и систематизированы информационные материалы, определены критерии развития речи. Следующий проект, который стал номинантом, это проект, разработанный Соколовой, Муравьевой Галиной Владимировной и Ветчинкиной Татьяной Ростиславовной, представившие проект «Буквы-кормушки». Вот обратите внимание на представленные некоторые фотографии. Нужно сказать, что в этом проекте четко были определены цели педагога, родителей, детей, и как результат деятельности был представлен вот такой вот продукт материальный, полезный. Так, следующий проект – путешествие по произведениям Самуила Яковлевича Маршака. Цель данного проекта – формирование познавательного интереса к творчеству поэта. В проекте представлена система занятий. Это и занятия развлекательные, и интеллектуальные занятия, и конспекты занятий, пример экскурсии. Вот именно в страну стихотворений данного поэта. Да, давайте. Так. Очень большой такой проект представлен был педагогами Воркуты. Все профессии нужны, все профессии важны. Здесь поставлена цель, следующая, которая характеризуется новизной для данной образовательной организации, как раннее профессиональное определение детей данного учреждения. И показана также разнообразная система работы с этими детьми, начиная от экскурсий на промышленные предприятия города и затем мероприятия, которые проводились в самом образовательном учреждении. Очень хорошо то, что была показана динамика изменения отношения учащихся к профессиональному выбору. Так, следующий проект «Книга своими руками». Книга своими руками, которая также отражала... Так, книга своими руками. Здесь интересно, особенность этого проекта заключалась в том, что он носил такой комплексный характер. Здесь в разработку данной книги привлекались не только дети и воспитатели, но еще и родители. Так, очень интересный, тщательно разработанный проект был представлен Сусловой Екатериной Николаевной «Зимние виды спорта для малышей». Прекрасно были описаны особенности деятельности детей и на таком вот классном занятии, аудиторном занятии, и на улице. Такие вот маленькие детки привлекались к формированию здорового образа жизни. Вот на этом мы закончили характеристику проектов в номинации «Модели и технологии образования». Переходим к следующей номинации «Социальное проектирование в инклюзивном образовательном пространстве». Победителя в данной номинации не было, так, только лауреаты. И очень интересный проект представлен воспитателями города Ухты «Скоро в школу». Описаны особенности работы детей в подготовительной группе. Интересный также проект, так, это уже у нас идет, да, это уже следующая номинация,
Следующая номинация – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и их родителей. Здесь лауреатами стали Цверко Юлия Владимировна, Жук Екатерина Владимировна, которые представили тоже очень интересный проект «Рука в руке», где показана система работы, взаимодействия педагогов детского сада и родителей. И работа последняя, которую я назову, это работа Улановой Ольги Евгеньевны, организация работы с семьями воспитанников в коррекционно-образовательном процессе. Также показано конкретное содержание работы с родителями в данном образовательном учреждении. Так, ну вот все, что хотелось нам рассказать о конкурсе проектов. Очень небольшое количество лауреатов и победителей, к сожалению. В приказе указано, какие педагоги получили сертификат. То есть не все участники были удостоены сертификата, потому что, упоминаю, 16 работ не были признаны проектами. Вы, конечно, представили интересные конспекты занятий и сценарии мероприятий развлекательных. Все это хорошо, но вот просто так представить конспект, это не цель конкурса проектов. Есть другие конкурсы, которые касаются непосредственно конкурс конспектов, уроков ли, технологических карт или каких-то других методических продуктов. А у нас речь шла только о проектах, о проектной деятельности. Ну, соответственно, компетентность требуемая, да, как раз составление проектов, да, что как раз отражено было в положении конкурса. Да. И можно я тут еще немножечко включусь, да? Тут, наверное, еще необходимо сказать, может быть, кто-то не знает, что результаты конкурсов, да, и положения о конкурсе, и все приказы, они размещаются у нас на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Конкурсы для педагогов», и можно будет найти там все материалы. По первому конкурсу, о котором говорила Ирина Дмитриевна, все материалы уже размещены. Да? Так, и мы переходим сейчас по второму конкурсу. Это лучший педагог специального коррекционного образования. Данный конкурс мы проводили впервые. И нам очень много звонили уже педагоги, спрашивали о результатах данного конкурса и так далее. Но на сегодняшний день пока, вот как я уже сказала, в разделе «Конкурсы» еще приказ о завершении конкурса не размещен. Да, мы вот его ждем после подписания, и сразу же он, конечно же, будет размещен. Но надо сказать тоже небольшую такую статистику по конкурсу, что всего в данном конкурсе приняли участие 30 педагогов, и образовательные организации представлены перед вами. Это коррекционные школы и школы-интернаты номер 3, 4, 40, 41, школа-интернат номер 10, школа-интернат номер 2, школа-интернат номер 15, школа-интернат номер 11, номер 42, коррекционная школа номер 7, школа-интернат, тоже тут опечатка у нас, села Кослан, школа-интернат номер 6 города Печоры, коррекционная школа 45 города Ухты и коррекционная школа номер 5 города Сосногорска. Как я уже сказала, всего в конкурсе приняло участие 30 педагогов. Здесь были у нас определены и победители, и лауреаты. И сейчас я вам их представлю. Немножечко сейчас подождем. Так, да. В номинации было также несколько номинаций. Вот в номинации «Лучший воспитатель» победителями стали Карепина Наталья Александровна, это школа-интернат номер 4 города Сыктывкара. Лауреаты конкурса в данной номинации стали Боева Лариса Рамисовна и Пельмигова Елена Степановна. Поздравляем. Поздравляем. В номинации «Лучший специалист» победителей есть лауреаты. Ну, сначала, хорошо, лауреаты. Да, лауреаты. Сейчас еще не дошло. Это Вронченко Елена Анатольевна,
СКОШ номер 45 города Ухты, Андреева Наталья Алексеевна, школа-интернат номер 4, Горина Светлана Юрьевна, Кучина Екатерина Юрьевна и Завьялова Наталья Николаевна. Победители сейчас, наверное. Так, нет, не было победителей. В номинации «Лучший учитель начальных классов» лауреатом конкурса стала Полякова Татьяна Александровна, учитель начальных классов в коррекционной школе номер 45 города Ухты. И следующая номинация – это «Лучший учитель 5-9 классов». Победителями в данной номинации стали Орсак Оксана Витальевна, учитель начальных классов, школа-интернат номер 4, Мартюшева Светлана Константиновна, учитель биологии школы-интерната номер 3 города Сыктывкара, и Опарина Екатерина Николаевна, учитель письма и чтения, СКОШи номер 2 села Усть-Кулом. И лауреатами конкурса в данной номинации стали Журавлева Елена Васильевна и Полякова Ирина Анатольевна, простите. Так, сейчас тут еще в чате здесь вопрос задан, будет ли вебинар в записи. Да, данный вебинар можно будет посмотреть по этой же ссылочке. Дальше идем. В номинации «Молодой специалист» у нас победителем стала Уразова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы, школа-интерната номер 4 города Сыктывкара. И лауреатом конкурса стала Зиновьева Юлия Сергеевна, учитель начальных классов, СКОШи номер 15 села Пажга. Мы также поздравляем победителей. Дальше идем. И да, все остальные педагоги отмечены вручением сертификата «Участник конкурса «Лучший педагог специального коррекционного образования 2017». Я еще раз напомню, что в течение какого-то времени приказ о завершении и с перечислением победителей, лауреатов будет размещен также на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность. Конкурсы для педагогов». И мне хочется немножечко также по критериям конкурса, да, сказать несколько слов. Это по результатам как раз экспертизы работ участников. Да. В частности, вот был первый критерий – это визитная карточка. Все эксперты отмечают, что все участники очень творчески подошли к оформлению, представлению данного критерия. И большинство получили высокие баллы экспертов. Следующий критерий – это участие в общественной деятельности образовательной организации. Как правило, педагогами, участниками были представлены разовые мероприятия какие-то, да, участие в общественной деятельности, либо одно направление какое-то. Да, соответственно, баллы экспертов были, да, ниже, да, чем могли бы быть, так скажем. Да, ответ есть. Да. Анализ результатов педагогической деятельности – это следующий критерий. В общем-то, все участники конкурса представили результаты своей педагогической деятельности, но вот анализ, да, как удалось добиться положительных результатов, что помешало и так далее, чаще всего в конкурсных работах был представлен формально. Следующий показатель, на котором хотелось бы остановиться, это методическая разработка конспекта урока занятия. Конечно, были тут вопросы также к постановке целей, соответствие задачи и целей и так далее. Не во всех материалах, конкурсах или конспектах давалось домашнее задание. И поэтому баллы, да, конкурсантами также терялись. А это было как бы тоже требованием, да, к этим работам. Речевая активность учащихся в конспекте также была представлена в большинстве работах на
достаточно низком уровне. Хотелось бы все-таки, чтобы, да, вот этот как раз показатель находил свое отражение в ваших конспектах. Но в будущем будем надеяться, что вы учтете наши какие-то замечания и так далее. Следующее, что вот отмечают эксперты, видимо, не у всех конкурсантов была возможность представить видеозапись урока, но поскольку это также требование было в критериях, некоторые участники также вот баллов за данное, да, критерий не получили. Ну и вот особо хотелось бы отметить на критерии таком, как педагогическая находка или учебно-методическая деятельность конкурсанта. Было необходимо представить ваши педагогические находки, то есть те методы, приемы удачные, которые позволили бы наиболее эффективно строить процесс обучения и воспитания. И, соответственно, вы должны были их представить в виде публикаций, каких-то трансляций и так далее. Тоже многие вот конкурсанты достаточно формально представили вот, да, данный раздел. Хотелось бы как-то все-таки ваши какие-то педагогические изюминки видеть в этом конкурсе. Все-таки это конкурс «Лучший педагог» специального коррекционного образования для того, чтобы, может быть, ваш опыт транслировать и для других педагогов республики. Ну, в общем-то, вот такие результаты. Еще раз повторюсь, что запись можно будет, да, вебинара увидеть. У нас, к сожалению, время заканчивается нашей трансляции. Мы еще раз хотим поблагодарить и поздравить, и поблагодарить, наверное, всех участников нашего конкурса, поздравить всех победителей и номинантов данных конкурсов. И мы надеемся вас встретить заочно, да, на наших конкурсах еще. Мы, в общем-то, этим конкурсом для себя какие-то проблемные поля выявили, да, то есть мы поняли, что однозначно требуется все-таки проводить еще, может быть, подготовительные семинары, да, к этим конкурсам, вебинары и так далее. Но мы и понимаем, что, может быть, сложности произошли из-за того, что не очень много времени было подготовиться, особенно вот ко второму конкурсу, да, «Лучший педагог СКУ». Но это первый был конкурс, ну и мы считаем, что он все-таки у нас получился. Ну, спасибо, наверное. Спасибо да. всем Спасибо вам. за внимание. Да. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Так, вопросов вроде бы больше нет. Понятно. Так. Так, вот еще вопрос Инна спрашивает, когда будут разосланы сертификаты? Как только подпишут. Да. Ну, ближайшее Мы еще здесь сертификаты и дипломы будут они подписаны в скором будущем. Это еще долго будет, пока мы их сейчас оформляем, потом будут подписываться сертификаты, дипломы в Министерстве образования. По почте рассылать не будем эти сертификаты. Их нужно будет получать в центре у нас. Так что ждем вас. Но по получению сертификатов звоните, наверное, нам лучше в центр и уточняйте, когда можно будет получить. Напомню, наш телефончик 28 37 21. Да? Все, спасибо, до свидания. До свидания. Алло.